Всем привет! Всем привет! Так, ну что тут у нас спектакль был, короче. Вот. Был спектакль в театре, я вышел. Ну, а, думаю, короче, это самое, постримить для вас. Ну, театр. Спектакль такая, короче, комедия с музыкой, с песнями. Короче, вот таким образом. Ну что, давайте пока. Вот Пушкин Александр Сергеевич. Театр. Ну, короче, что-то мне особо он не понравился этот спектакль. Честно так сказать. Был в двух актах, но какие-то акты коротенькие. И так. Время провести, чтобы как бы выйти, развеять тоску, печаль, вот эту вот штуку можно. А так, в общем-то, короче, люди, я не знаю, мне уже все приелось на этом свете. Люди вообще-то довольные были. Довольные. Аплодировали. Вот здесь вот, смотрите. Привет, привет. С Новым годом у вас. Что вошел? Смотрите, какая у нас ледовая елочка. Сейчас иголочки. Так, а это год тигра. Ледовая такая композиция. Ну вот, тоже. Дойти хочу, знаете, я докуда вы? Хочу я дойти до... как она называется? Церкви. Там вертеп. Вертеп вот этот посмотреть. Может, в церковь зайти. Так. Короче, сегодня у нас погодка шепчет, налей и выпей. Минус 45. Так, туманчик. Так, 7, 6. Быстро, 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 быстро. Налей и выпей. Мне еще надо это самое, умудриться телефон не заморозить. У меня не утепленный. Так что вот таким вот образом. Это елка на площади Ленина. Извиняюсь, что так все дергается. Ужасно. Как бы стабилизатор во время стрима не работает. Но все равно, думаю, интересно посмотреть на это все. И вот, давайте к циферкам подойдем. Мы видим, что народ тут гуляет, ходит. Несмотря на морозец, вот люди здесь, в общем-то, достаточно людей для Якутска для такой погоды. Ну, вот циферки, вот, наверное, все помнят, что все в городе подобные циферки есть. Где-то примерно сколько градусов? Ну, 40, под 45 градусов, 50 нету. Ну, такая погода, туман, как вы видите. Это площадь Ленина. Тут елка, вон там звезда красная, такая прекрасная. Это вот такие вот здесь как бы инсталляции. А это, смотрите, у нас горка. Катаются дети с нее. И сейчас, видать, уже поздно. Сегодня у нас суббота, как бы. Ну вот давайте зайдем в этот подарок. Да? Вот так вот здесь все вот так вот сверкает все. Вот так вот все сверкает. Ну, мы идем с вами дальше. Дальше по кругу здесь развешаны такие гирлянды. Так, вот такие вот гирлянды развешаны здесь. Так, мне главное, чтобы телефон не замерз. Я беспокоюсь. Так. Вот этот чарон такой гигантский. Вот это вот там СГ, вот это вот канавязь. Вот можно к нему подойти поближе. Как бы вот таким вот образом. У нас лежит такой хороший снежок.
Ничего не тает, естественно. Ну, я надеюсь, до... Вот, смотрите, он черон, видите, это такой специальный, как бы, емкость, кувшин для кумыса. То есть, вот, а народ Сахаи, как бы, это их национальный. Вот, с чего они пьют, посуда. Так, идем далее. Вам не надо тормозить. Владимир Захаров. Телефон на морозе минус 45 садится, аккумулятор... Да, я согласен. Поэтому, видите, да, я жертвую телефоном, чтобы вам показать состояние, какое у нас в городе. Да, а что делать? Что делать? Можно было нацепить, конечно, эту еще. Но я думаю, она стабилизатор. Палку такую, да, телефон цепляет. Ну, я думаю, он просто сдохнет. Замерзнут двигатели, обледенеют что-нибудь. Ну, давайте, вот, видите, эта улица у нас называется она Кирова. И, соответственно, вот мы движемся по ней. Сейчас дойдем до вертепа. Я хочу вам вертеп. Вчера было 7-е, всем с прошедшими праздником Рождеством Христовым. Православных. И не только так. Ну и, соответственно, вчера хотел, но вчера что-то не хотела никуда выбираться с этой, на этот мороз. А сегодня, ну вот, поскольку в театр пошел, культурный выход так называемый, спектакль. Вот, он, поскольку тут близко, я решил такой небольшой вам променадик в минус 45 сделать. У нас в Усть-Майском Улусе тепло, минус 37. О, отлично. Минус 37, да. Ну, тоже не это. Тоже не жара, я скажу честно. Минус 37. Ну, минус 20, когда вот, тогда уже нормально, как бы можно ходить, бродить уже спокойно, в принципе. А до этого она все очень ощущается, этот мороз. Морозец ощущается, поэтому... Так, ну вот здесь вот исторический объект. Так, мне главное тут не завалиться никак. Я и так его двумя руками держу. Да, 33 рубля автобус подорожал на 10%. Был 30, стал 33. Вот с Нового года. Так что готовьте денежки. Готовьте денежки. Так. Ну, поэтому насчет подорожания, ну все, везде все дорожает, все будет дорожать. Будет еще нам всем кайфовее жить, поэтому, в общем-то, надо радоваться тому, что мы живем. А горизонтально не получится. Мне вот его держать надо. Вот могу вам елку показать. Горизонтально не, все уже. Я стримы вот делаю только сейчас вертикальные, потому что, во-первых, надо мне телефон греть. Понимаете, да? И, соответственно, я не могу вот так вот горизонтально таскать. Ну и сейчас вот этот формат, как он называется, очень популярен. Поэтому, если вам неудобно смотреть на компьютере, просто возьмите телефон и на нем то же самое смотрите в вертикальном расположении. Ну, вот территория Преображенской церкви. Мы видим, оттуда люди выходят. Ну и вот здесь вертеп. Сейчас я вам специально пришел, чтобы его поснимать. Вертеп — это вот ясли с младенцем Иисусом, то как бы это воссоздана сценка с жизни, с рождения, с момента Христа. И вот здесь вот такая вот красота у нас. Вифлеемская звезда, как вы видите. Младенец Иисус.
Мать Мария и вот Иосиф стоят. Вот они так вот стоят. Тут какой-то столик. Вот там денежки понатыкали. Тут я вижу еще какая-то овца сидит или кто. Ну и здесь вот такие вот инсталляции еще есть. Это кто? Архангел, да? Архангелы вот с этой стороны тоже. Так, ну и здесь, соответственно, у нас вот эти святые апостолы, да, я так понимаю. И даже добавили в этом году вот этих вот оленей. Да, пришло, но я не хотел постримить как бы с Рождества. Мне поздравить вас не удалось, поэтому вот сегодня. Ну как не удалось, особо мне не хотелось никуда выходить. Поэтому вот таким образом. Вот, волхвы. Тут кто-то даже денежки положил. Денежку. Вот таким вот образом здесь все это выглядит. Со льда. Так. Сама церковь вот такая. Вон там, видите, печка работает. Зайти что ли? Посмотреть, что там такого. Тут у них... кстати, закрыт этот. Вот этот киоск, он закрыт. Закрыт и, соответственно, там ничего сейчас не купишь. Сейчас работает, интересно. Смотрим. Работает, не работает, даже не знаю, но... Работает? Закрыт, да, уже, да? А? Закрыт, да? Да, уже закрыт. Понятно. Так. Думаю, долго. Да нет, все, ладно. Закрывают. Опоздал, получается. Сейчас уже 8 часов. Поэтому вот они в это время закрываются. Ну ладно, пойдем тогда погуляем. Что дальше? Завтра открытая служба. А во сколько будет? С утра приходите. С утра, да? Первая 8, вторая 10. 8, 2 10. литра дизеля. Хорошо, спасибо. 8-10 часов утра будет служба. Поэтому мы с вами еще сейчас погуляем по старому городу. Так бы. Я думаю, телефон у меня быстро не вырубится. Так. Здесь вообще фиговое освещение, я вам скажу. Вообще фиговое. Не знаю, как вытянет, не вытянет телефон у меня. Так, 8 смотрит, 5 лайков. Большое спасибо всем за мои труды. Трясет, стараюсь идти поровнее. Вот эта территория старого города, воссозданный как он раньше был, в дореволюционные времена, эта территория. Естественно, здания все уже такие новые династии. Салон швейцарских часов. Да, что-то работает, что ли? Допоздна. Так, ну давайте. Ой. Тут памятник этому Оржакову, памятник Оржакову был такой управляющий в Якутске после революции. Там памятник стоит. И улица это Оржакова. Улица Оржакова. Так, что-то мне прохладно вообще-то. Люди, наверное, я дойду тут до ближайшей точки какой-то и уже буду сворачивать стрим. Да, я думаю, вообще телефон может у меня вырубиться. Вырубиться может телефон от холода этого. Я как бы его держу руками, вроде как грею, но думаю, что все равно долго он у меня не протянет. При такой температуре
Поэтому, конечно, вырубится, вы не пеняете, значит все. Значит все, стрим закончился. Тут какой-то ресторанчик, люди там сидят. Здесь раньше был тут какой-то магазин. Это рядом вот с этой вот архитектурным сооружением старинным. Строк это. Ну, это холодно. Не, в театр-то этот. Там у нас жарко. Что-то теплое такое надевать. Запаришься там сидеть. Если только в туалете снимать где-то. Это, конечно, не то, поэтому у меня легкая как бы одежда такая снизу, поэтому уже начинает конкретно так подмораживать ноги, начинает их пощипывать по швейцарские часы, золотое время, Омега, магазин Милано, одежда с Италии, а здесь вот напротив отель Тегин Дархан, один из самых престижных отелей в городе, вот этот Тегин Дархан. Тут даже все по-английски написано. Как бы. Ну вот сейчас в Якутию ехать самое то, как вы видите, да? Самое то, самый смак. Насладиться морозом. Морозом самый смак насладиться. Вот это вот здание бывшего универмага. Сейчас оно переделано. Там бутики какие-то, магазины. Ну и мы вышли вот, по сути дела, обратно на площадь Ленина с этой стороны. Так, ну и давайте мы сейчас удастся зайти или все уже. Он до скольки, до 8, до 9 работает. Стоять надо, да? Тарелка. Видно там Якутск Плаза написано. Вот такая у нас погода. Вот так мы живем. Что думаете? Нормально живем. О, все, пошли. Правда, чуть побегаешь в такой мороз. Пальцы отваливаются через буквально секунды. Ой, не секунду, через минуту. Пальцы отвалятся на ногу. Давайте зайдем туда. Туда не будем подходить, просто QR-коды. Ой, блин, тяжело, а? А что уже? Бургер-бар. Вот сюда, что для нас уже подходит. Поэтому вот мы можем здесь стоять, погреться. Я могу прочитать ваши комментарии. Собак меньше стало, да, меньше отлавливают собаки. Туман как всю зиму у вас стоит. Ну да, до минус 40 уже туман. Минус 40, 45, 50 туман. Мне, ну вот я сейчас не одел вот теплые штаны такие специальные, поэтому у меня ноги подмерзают, начинают так покалывать. И я, соответственно, зашел в помещение здесь, в здании универмага, и, соответственно, погреешь, тоже люди заходят. Нагрелся, потому что ближайшая точка, где погреться, нету. Там у них здание правительства, туда вас не пустят. И, соответственно, вот здесь вот надо постоять, если вы замерзли, чтобы окончательно все крещение впереди. Да, еще крещение будет. Не знаю, как будут ли сразу делать крещенскую. Поэтому насколько в том году не делали из-за этих всех ограничений. Поэтому, как в этом году, я не слышал еще. Может, тоже запретят ходить. Там же надо раздеваться. Очень опасность есть. В этом смысле заражение, наверное, думаю, что крещение тоже не будет таким классическим образом.
проходить на реке, в проруби. Там прорубь делают, потом палатки, 3 палатки. С одной стороны мужчина заходит, с другой женщина. И, соответственно, потом это прорубь, теперь, да, теперь называется, и там погружаются люди. Так, ну вот, много по городу стало теплых остановок. Ну, делают, да, делают. Я не знаю, в процентном отношении, но, конечно, еще не хватает. Да. Ну, они, теплые остановки, ставятся в таких массовых местах, где много народа, в таких мелких, на мелких остановках что-то не делают. Поэтому стоят, но не везде. Делают со временем, делают, конечно, удобно, зашел, там стоит секрет, там мониторы, там видеокамера наружного, и можно там стоять или сидеть. Там бывает даже какой-то не банкомат, а какой-то терминал, там, купить проездной билет такого плана, или взять можно там, бывает, кредит какой-нибудь, кредитные там всякие учреждения полагаются, бывает. Или же это киоск, печати, газеты, журналы продаются. Ну, в зависимости от размера этой теплой установки, если маленькая, то там, конечно, кроме пассажиров ничего нет. Так, по-моему, я согрел. Нормально. Мы, наверное, с вами пойдем. Дальше так, что да. Вот. Давайте выходим. Я надеваю рукавицы теплые. Привет, Тима, как дела у тебя? Привет, Айси. Ну вот в театр ходил на спектакль, мюзикл, там, с музыкой, такой легкий, веселый, русский драмтеатр, вот здесь Пушкина. Зал, причем полностью занят, там, с учетом того, что там через место как-то, да? Зал полностью занят. Ну, такая легкая, спокойная. Спектакль без напряга, 2 акта, ну, какие-то не коротенькие, короче говоря. В целом так, ну, сходить, развеяться, вот такой туман, если вы сидите дома, вам надоело, можно прогуляться. Здорово, Тима, как жизнь? Ну как, вот, видите, гуляю, вот для вас специально стримлю Якутска в мороз минус 45, чтобы вы это самое поняли, всю нашу прелесть жизни, существования в городе Якутске. Я тут зашел тут в универмаг старый, стою, греюсь. Тут такие у них обогреватели такие здоровые на потолке, так их покажу, вот у него, вот они, видно, да? И мне тепло. А так нормально жизнь. Ну что уже каникулы кончаются у нас, наши вот эти безделия. В понедельник все на работу, так что, по сути дела, только один денек остался. Бездельничанию нашему. Ну давайте, все, выходим, короче. Выходим наружу. Я сейчас немножко пройдусь, да, это самое, мне надо на автобус садиться. Я так ненадолго вышел постримить, чтобы вас поздравить с прошедшими праздниками, Рождеством. Так, а если не скатился, еще в горке, то есть что снимал где. Да слушай, мне что-то особого нету желания, там картонку надо, да сейчас там никто не катается. В СТС я тоже, ну понятно. Так, значит ты понимаешь всю ситуацию. Так, давайте, все, я выхожу, телефон я закрываю. Хорошо, спасибо, нужно. Он до скольки, до 9, да, работает? Это примерно нужно пройти. Подруг. Стоять оба на все. У нас открытый космос. Минус 45. Ну, мы идем. Сейчас еще немножко постримлю до остановки, потом я уже поеду. Надо ехать домой. Не хочу я что-то ходить особо, шарахаться.
Ну, да, я боюсь, что телефон сейчас замерзнет и вырубится просто сам по себе, как он меня уже делал не раз. Тут у нас вот это вот все вот эти гаджеты, которыми снимаешь, да, ну, они минут 10-15. Ну вот телефон я в частности варежками держу теплыми рукавицами, поэтому он как-то согревается. Он у меня еще в чехле, ну, такая книжка чехол, да, то есть он как бы дополнительно греет. Но если он промерзнет полностью, то он вырубится просто, аккумулятор у него в нуль идет и потом уже фиг включится. Надо только куда-то заходить, его оттаивать. И так вот вся техника, которая на аккумуляторах литиевых, она так работает. Так, давайте переходим. Оба-на. Вот как раз вот это вот с задней стороны этого театра. Билеты, кстати, недорогие, но я взял уже поздно. И там можно было поближе взять. Ну, что-то я не стал. Пожмутился. Короче, самые дешевые купил там на верху. Ну, то ли 400, то ли 350 рублей. Или 400. По-моему, 400 рублей где-то. Кстати, у кого есть дети, подростки, вот от 14 до 22 лет, существует такая у нас акция, пушкинская карта, 3000 или даже уже 5000 на год дает. Вот этот памятник некому товарищу, вот такой вот сидит, недавно его установили здесь. Кто это? Валентин Дмитриевич Антонов, народный артист РСФСР и ЯССР, ветеран Великой Отечественной войны. Вот он такой, получается, он в камзоле сидит, в сапогах, вот такой красавчик. Ну и наши елочки. Вон елочки, все с иголочки. Кстати, надо ехать, потому что автобусы у нас, извините, ходят не как там, где-то в Москве, там, в Новосибирске. Они могут и до 9 часов ходить, до 10. Ну, потом уже намного реже, придется стоять там. Театр, куда я ходил. И так вот выйти можно там. Как бы особого кайфа вы, конечно, не получите. Но прогуляться, проветрить мозги вполне нормально. Еще я один-то здесь, люди. Где автобусы? Напротив гостиница «Азимут». Тут, в общем, дофига автобусов останавливается. Что, уже не ездят, что ли? Ё-моё. Капец, блин. А времени-то еще ничего нету. Времени еще ничего нету. Сколько там? 9 час всего. Тут можно, в принципе, зайти вот сюда. Вот, ну, не знаю, там алкомаркет, он уже до 8 закрыт. Блин. Ой. А мне пешком-то идти не ближний свет. Полчаса надо отсюда. Колдыбасить. Ё-моё. Да, поздновато, конечно. Я начал это удовольствие. Такое ощущение, что эти автобусы все куда-то одновременно они прекратили ездить. Не знаю, что такое. Или с чем это связано? Не, он еще едет. Наверное, какие-то уже чисто возвращаются на базу, как говорится, да, автобусы. Но я думаю, дождусь какого-то. Здесь их, в принципе, ходит на этой остановке достаточно. Поэтому уеду. Мне так кажется. Ну вот в аэропорт, там 4, по-моему, 20, они ходят практически всю ночь. Насчет других я не знаю. Здесь вот нету умной остановки. Нет умной остановки. Вот смотрите, человек какой-то здесь встал и стоит и ждет, как я. Да. Ну вот это гостиница «Азимут», бывшая полярная звезда. Это такая у нас элитная стоит. В центре считается гостиница.
Поэтому кто приезжает, если кто не хочет долго ходить откуда-то, вот, пожалуйста, вот это гостиница. А зимут и вот там вот чуть подальше Тегендерхана. Ну, они по цене, конечно, выше, но зато удобно. Вот вышли и сразу в центре, Вот тут вот площадь Ленина. Вот тут вот в 50 метрах у нас находится. Вот, видно, да, автобусы проезжают. Так, что там вообще? Я что-то снимаю, нет? Снимаю, да. Так. Как будто апокалипсис попал, да. Вот 14 и какой однерка, да? Вот, наверное, я на однерке. А она... Возможно, на следующей неделе потеплеет до минус 30. Ну, было бы хорошо, конечно. Твои стримы очень познавательны. Большое спасибо за стрим. Спасибо. А не снимал ли ты его в другом стриме? Кого? Как катался с горки, что ли? Не, я что-то у меня желания нет с горки кататься. Отшибу себе еще эти задницу, потом вообще не до ходьбы будет. Так, и вот такой у нас туманчик здесь, все замерзшее. Потеплеет до 30, шикарно, конечно. При минус 30 это вообще супер, конечно. Смотрит 11 лайков. Окошко сказать. Вот такое окошко. Спортивная школа. Видно, что там люди заходят. Ходят. Да, сейчас, кстати, они быстро ходят, автобусы, потому что пробок нету, машин нету, транспорта. И, соответственно, они быстро ездят, автобусы. Через 0 метров скидки какие-то мне пишут. Что за скидки 0 метров? Не пойму. Хорошо остановки объявляют, а так вот не поймешь, где едешь вообще. Спасибо. Да, остановка. Шаурма. А, вот этот дюсшар. Здесь автобус какой-то тут еще встал.
Дояркова, Богатырева. Елочка у них. Ну и здесь дворец культуры. Сейчас вот Дом дружбы называется. Тоже здесь вот сцена есть, спектакль или что-то проходит. Впереди Парховского. Так, следующая Банковская. Вечером отчасти то, что транспорта мало и пробок нет. То у нас еще и пробки. Такой-то мороз. Светофор. Как парной. Стало как парной. Дзержинского доехали. Дзержинского Лермонтова доехали. Так, сейчас будет у нас полупочка здесь. Видно что-нибудь? Надеюсь. Через окошко. Я уже сел, но вот это окно не заснеженное. Так, ну заказала тут на следующий выходим. Смотрит, 14 лайков. Большое спасибо всем. Большое. Сейчас с вами выйдем. Немножко еще погуляем. Где телефон погрелся. Немного еще погулять. Сейчас поворачиваю. Я тоже согрелся. Телефон согрелся. Все. Можно погулять. Так, сколько людей. Ё-моё. Ой. Это автобус. Первый автобус. Я на нем ехал. Так, и мне надо срочно одевать рукавицы. Вот видите, да? Сколько сейчас? Я не знаю точно времени, но 9 часов. Привет. Нюргун, Аргунов, да, Якутска. Вот, пожалуйста, погодка у нас вот такая вот.
Кому интересно, может посмотреть ситуацию в Якутске, какая у нас погода. Так мы живем 3 месяца, по сути дела. Декабрь, январь, февраль. Сейчас 20:32. А, спасибо, даже 9 нету, да, еще? Ну да, ага. Поэтому транспорт еще пока ходит, в принципе. Ну, выходной день, суббота. Вот это ресторан «Крыша». Смотрите, вот там на крыше у них елка такая. 8:32, ага, да. А елка, вот тут, вот, пожалуйста, можно потусить, погулять. Ну, там, наверное, QR-коды. Сегодня, кстати, в театре меня QR-код спросили, а я уже и забыл с этими магазины-то отменили QR-коды, а вот в эти всякие заведения, театры, потом рестораны, кафе, там надо QR-код показывать. Еще могут температуру померить, что-нибудь типа этого. Ну, хотя тут меня не мерили. Давайте вот по этой пройдемся. По этому мостику. Вот здесь мостик шикарный. Погуляем еще немножко, пока температурка у смартфона не упала ниже критической. Вот наша теплотрассы вот эти вот. По ним горячая вода, отопление идет. Ну, холодная, горячая вода. Отопление по вот этим теплоцентралям идет с Якутской ЯТЭЦ. Якутская, как она, тепловая станция. С нее идет. Вот они такие вот здесь трубы проложены. Теплотрасса так называемая. Ну, некоторые дома есть на своем отоплении газовом. Ага, тепловая трасса, правильно. Газовом отоплении, там у них как бы даже выгоднее. Бывает квартплата, то есть у них чисто там берется по счетчику за газ. И не надо платить им вот за тепло круглогодично. А то у нас же известно, что мы платим за тепло в круглую, то есть и летом платим, и зимой, поэтому, значит, ну, можно сюда даже спуститься. Смотрите, здесь погулять. Надеюсь, собачников я не увижу здесь особо. Оп, тут место выгула. Ой, ни черта я. О, боже, чуть не упал. Я вот с этой горы. С нее же скатываются, а я с нее пешком пошел. Ой, комедия. Так, а здесь такая канал вот такой вот. Можно по нему погулять, походить. Пока 8, да, половина. А у нас темно, конечно, так, да. Сейчас пока еще туман, вообще спать можно целый день. Спишь. Вот. Вообще, конечно, тяжело теперь привыкать будет к обычному расписанию. К обычному расписанию будет обычно. То есть надо будет в 7 утра вставать, там бежать. А сейчас мы спим часов до 10, кто-то даже до 12 спит, кто-то даже еще больше. То есть вот режим сбился. Теперь надо будет привыкать заново к этому режиму. Вот сегодня у нас, по сути дела, последний день. Завтра уже отдыха будет. Я вообще до 14 сплю. Да, я знаю. Кто-то вообще до 2 спит. Да, а что делать? Тут встанешь, а там туман, холодно. Тебе идти никуда не охота. Вообще неохота никуда идти. Лежать в теплой кровати и что-нибудь в смартфоне смотреть, тут какие-то такие сваи интересные. Это рабочий городок, это озеро вот это вот, которое вот там вот я направил, это Улуру, у нас мол, торговый центр, улица Кальвица вот здесь вот
С этой стороны здесь молочный комбинат. Вот там через дорогу. А здесь торговый центр Урумол. Там Айгуль, магазин большой. И, соответственно, магазин ДНС. Интересно, Айгуль до скольки работает, а? Может что-нибудь зайти, прикупить. И вот это озеро вот здесь вот. Вот оно. Вот такое озеро. Ага. Вот эти сваи вот тут стоят, я не знаю, памятники. Тут, видать, какие-то были трубы лежали, а сейчас просто вот они вот здесь вот так вот. Как такие арт-объекты непонятные. Здоровый бетон. Так, как мне здесь забраться-то? Люди добрые. Добрые люди. Так, во, я понял. Вот посюда мы сейчас с вами будем проползать. О, так. Главное тут, смотрите, тут накатано. Главное тут не улететь. Не улететь, чтобы не подскользнуться. Вроде бы идем нормально. У нас, под 45 градусов, где-то так. Холод, туман. Вот на теплотрассу можно встать. Здесь тоже вот такие вот трубы идут здоровые. Так, все, я удачно вылез на улицу Кальвица. Интересно, до скольки работает? А? До 8 или до 9? Ну, машины, я вижу, еще стоят здесь. Машины стоят. Но это самое... А магазин-то открыт, нет? Вопрос. Так, а QR-коды у нас отмененные. Они, по-моему, до 20 числа или как? Ну, на праздничное время. Люди ходят, нет? Непонятно. Так. Ой. Да, а так где-то такая погода. Люди, наверное, все сразу слягут. А нам вот надо ходить, бегать, работать. Такую погодку. Ну что? Что делаешь? Такая здесь погода. Такая здесь температура. В зимнее время где-то с декабря до включая февраль. Тоже холода бывают февральские. Там вот такие рога отваливаются. Сначала один рог отвалится, потом другой рог. И, соответственно, потом уже только теплеет. Теплеет. Ну и март у нас, конец февраля, март уже, по сути дела, начинается весна. Ведь можно уже и на коньках покататься, на лыжах покататься. А сейчас, конечно, какие лыжи, какие коньки. Вот просто встанете и окочуритесь. Это я хорошо хожу, у меня рукавицы, одежда соответствующая. Я вот передвигаюсь. Так, стоп. Тут интеллектуальный светофор. Так, магазин, вот здесь цветы, там теремок как-то продуктовый. И здесь умный светофор. Кнопку нажал. Так, 5 смотрит. Так, давайте, сейчас он должен, надеюсь, не вырубиться. Я хочу в этот зайти, я не помню, до скольки он работает. Это Айгуль. Так, что, идем? Идем, да, идем. Так, где еще телефон не уронить. Ой. Так, вот тут кафешка какая-то. Мундус, по-моему. Ну, и тут южная кухня. Узбекская или какая-то. Вот теплая остановка. Вот. Вот смотрите, вот она, теплая остановка. Вот. Сюда сейчас зайду. Вам покажу. Вот она, теплая остановка. Здесь вот такой вот телевизор, камера наблюдения наружу. И можно вот здесь смотреть в окошко. Вам, наверное, не видно ничего-то. Ну, вот можно здесь сесть и смотреть, наблюдать на этот экран. Еще второй висит. Такие вот сиденья.
Так все сделано. Так, ладненько, давайте выходим. Недавно ее буквально открыли. До этого она стояла почему-то закрытая. Ну вот она уже. То есть можно зайти и не мучаясь. А то вот сейчас особенно вечером автобусы редко ходят. И можно просто задубить, пока стоишь. Поэтому это, конечно, хорошее решение. Теплая остановка для жителей города сделана. Ну, там ничего сложного нету. Помещение, там какие-то отопления, соответственно. Так, он работает, нет? Что-то у нас сегодня с вами ночные походилки по городу, вечерние. Так, непонятно, работает, нет? Он. Да, мы расписание посмотрим. Ну, здесь елочка, соответственно. Такая вот елочка. Ну, тут, наверное, уже ничего не работает, кроме если продуктового. Я так думаю. Сейчас посмотрим. Если что, тогда все. Финита будет. Так, до 9 часов. Так, пустят меня, не пустят. Не пускают еще. Ничего я не сам остановлюсь. Тут даже еще что-то открытое есть. Так, а сколько времени? Без 15. 9 до 9, 15 минут у меня еще есть. Что творится. Фу, я вообще весь, конечно, заиндивел. Весь во льду, в снегу, в ине. Маска у меня запотела вся. Так, сейчас что-нибудь хлеба я куплю здесь. На кассе еще здесь есть. Ну, тут хорошо по расписанию. Ой, даже ДНС работает, смотрите. Даже ДНС, не знаю, как тут связь будет. Может отвалится. Кошелек у меня есть. Так. Так. Горошек, это мне не надо. Ну, как хорошо вечером-то ходить перед закрытием. Никого нету, людей. Все шикарно, конечно. Так, мне хлеб надо. Ой, тут еще елки, подарки продаются. На старый Новый год кому надо, вот, пожалуйста. Так, а тесто здесь есть. Кока-кола, сколько? А это квас. А кола 139. Тесто. Хочу что-то постряпать. Сколько оно стоит? Ой, нет, дорогое какое-то. Нафиг. Лучше хлеба куплю. Мука у меня есть, если что, я сам тесто сделаю. Вот такую вот купить. 34 рубля. Так. Детское шампанское еще продают. Шампанское. Детское. Говорят, запретили, типа его. Все равно продают. Так. Я рыбу хотел еще. Так, фрукты уже закрыты. Фрукты уже закрыты. Акция покурена. Акция таргет. Вот она, да? Сколько тут? Что-то далеко. Да еще сколько времени лежало, непонятно. Блин, это нереально. Яйца надо купить еще.
яйца точно отучил. 101 рубль первой категории. 101. Давайте я ячейку возьму. Ячейку. И что еще есть? А, можно целиком это. А вот 81 есть. Куриное какое-то. Или две взять? Две взять. 81 яйцо. Ну, видать, это какое? Якутская столовая. То есть это местная. 81 рубль. Второй категории, а это 101 рубль первой категории. Так, ладненько, надо убираться отсюда, а то сейчас будут выгонять. Яйца надо брать. Яйца надо есть, там белок. Да, но пока что-то такого какого-то гиперроста цен я не вижу. На данный момент здесь молочка, молоко в разную цену. Даже тут продается что-то недорого оно. Где, вот продается 55 рублей. Но это вот это не молоко, которое из немолока сделано. Так, ладненько, все, давайте. Вот это вот. Доширак-то что-то подорожал, смотрите, 72,90. Это что такое? Курица, 72 дошир. Обдуреть можно. Дошир подорожал. Сахар 74,90. Сахар тоже подорожал. Так, где тут я пойду-то? Когда делать жирно же, новый вот это, ну все вот это. Надо вот скотчем замотать. Нет, она же нормальная была, потом скотч же ее съедает, Ага. но и не идет. Я утром нормально было, потом в обед что-то она после обеда вообще не было. Сказал, да? Потом он мне, как ты сказал, он мне подходил, говорит, Наташа сказала, Сколько что вот это получается? новый делает. 202 рубля считать. 202 Потом рубля. встала, тебе Картой? показала, пошла. Нет, говорит, Ой, еще раз. Еще раз, 202, пожалуйста. ага. Вот. Это, да? Я вот этой газеты еще фотографировала. А чек будете ли вы? Чек? Да, чек. Пожалуйста. Будете? Длинный. Все. Ну, успокоюсь. Еще все. Сейчас минус 41 где-то. Ну, к вечеру обычно холодает. Я смотрел, вообще у меня на термометре было минус 40. А потом надо учитывать, что дома тепло идет, где-то минус 3 градуса еще надо прибавлять. То есть, если 40, то все 43 реально на улицу. Потом еще город же большой, вот в районе аэропорта, там температура все время ниже. Температура все время ниже. Градуса на 3-4, чем вот там, где Гемин меряют температуру. Поэтому меряют температуру там теплее, а в районе это Гемин
где сайсары, там потеплее. Ой, елочку. Смотрите. Напоследок. Сейчас я уже стрим заканчиваю. Тут еще елочка такая вот. Тут игрушки. Так что красавицу напоследок. Это что, ломбард, деньги. Деньги. Ой, кто хочет занять. Так, ну надо выходить, короче, мне. Так, где тут проход-то открыт? Все закрыто уже, ёпал, все закрыли. Люди еще почему-то заходят. Странно. Ну и все. Кстати, да, ужас. Вам неохота с постели вставать, как же бедные же бездомные кошки и собаки. Ну вот их сейчас кошек бездомных у нас нету. Кошек бездомных, сразу скажу. Потому что кошка, она не выживет в таком климате, просто она кочурится, все у нее там лапы, хвост, все отвалятся. А собаки, ну они собаки, вот есть такие, они даже вот у меня у знакомых, да, живут в частном доме, они на улице живут всю зиму, хотя у них и будка теплая есть, и все, значит, вот такие есть собаки, ну, они адаптированы, соответственно, породы такие есть, которые только на улице могут и жить, они даже как бы в тепле-то им особо некомфортно. Ну, а кошки нет, кошка сразу подохнет, она закочурится. До 9, до темно, особо все понял. Ну вот, все, короче, на этом будем с вами прощаться. С города Якутска, с прошедшими праздниками всех, Новым годом, Рождеством Христовым. Желаю удачи, всем здоровья обязательно в этом году наступившем. Удачи, свершений. Всем пока. Так, как тут мне завершить? Крестик надо нажать, да, вот здесь вот крестик. Опс. Всем пока. Окей.